150 миллионов человек в мире являются мигрантами. То есть эти люди работают и живут не в своей стране. Мигранты есть и в Абхазии. Как контролируется процесс миграции, какие люди к нам приезжают на заработки и каково положение мигрантов в пандемию, об этом поговорим с начальником миграционной службы Рамином Габлая. С самого начала мне хотелось бы узнать, какое количество мигрантов в настоящее время находится на территории Абхазии. Официально зарегистрировано на территории Республики Абхазия 2050 человек на сегодняшний день, которые прошли, получили трудовую визу в Государственной миграционной службе. В связи с тем, что сейчас есть объективные причины, которые мешают им выехать за пределы Абхазии, есть ограничения на выезд с территории республики, миграционная политика изменилась ли? Может быть, какие-то постановления вступили в силу о продлении документов? Но мы пока с этим не сталкивались, у кого если там паспорта, сроки заканчиваются, а визы, они официально продлеваются, обращаются в миграционную службу, и мы продлеваем официально трудовые визы. Все, кто здесь находятся, мигранты, они обязаны к вам приходить, регистрироваться, получать разрешение на работу. Продлевается ли им разрешение на работу в связи с этими объективными причинами, или же им заново приходится собирать весь пакет документов, оплачивать все эти медицинские справки? Смотря на какой период. Мы продлеваем на 3 месяца, в связи с чем не нужно им получать медицинские справки, а по первичному обращению, да, они обязаны пройти все медицинские и те моменты, которые необходимы по закону о миграционной политике. Получается, вот человек зарегистрировался у вас, получил все необходимые документы, оплатил все справки медицинские, полгода прошло, истекает срок его разрешения на работу. Он обязан все заново собрать, правильно я вас поняла? Он может на полгода, может на год, может на 3 месяца, но мы в основном сейчас те мигранты, которые хотят вернуться к себе на родину, мы им продлеваем на законных основаниях на 3 месяца, где необходимости в дополнительных услугах нет нужды. Ну, а насчет выезда, мы, думаю, будут их представители их государств решать с МИДом России. Мы никому не оказываем препятствия. Это услуга платная или бесплатная? Это платная, но сумма там небольшая, 1000 рублей. По поводу трудовых мигрантов, которые сюда приезжают, есть ли среди них специалисты, дефицит которых в стране ощущается и которые нужны республике? В основном, наверное, такие иностранные граждане приезжают. Спрос рождает предложение. Приезжают те специалисты, в которых нуждается в данное время республика. Сейчас приедет хирург, у нас, наверное, необходимости в этом нет. Я так думаю, не знаю. Но иногда обидно, когда приезжают из-за границы, чтобы трудоустроиться главными бухгалтерами, экономистами, юристами. Вот тогда становится обидно, потому что у нас очень много наших молодых граждан, которые заканчивают лучшие вузы России, наш Абхазский государственный университет. Так что в этом, наверное, все-таки акцент надо делать фирмам, компаниям, организациям на наших граждан. Бороться за трудоустройство наших граждан. Естественно, мы профбеседы ведем с этими компаниями, фирмами, но влиять на этот процесс не можем. Это частная организация, у кого хочет, того нанимает. Большинство мигрантов работают в сфере услуг, Так, например, продавцами, убирают улицы и так далее. Для этого высшее образование или какое-то специальное образование не нужно. Учитывая, что некоторые наши граждане жалуются на отсутствие работы, то как это соотносится с тем, что мы имеем вот эти цифры мигрантов, которые приезжают?
Ну, еще раз говорю, если в этой сфере необходимости не было бы, они бы сюда не приезжали. Вот я недавно как раз по телевидению смотрел, в Москве ужесточили регистрацию иностранных граждан, которые приехали с целью работы таксистом. И резко в Москве снизилось количество такси. Уже дефицит. Оно также и у нас. Приезжают только туда, где необходимо. Где не необходимо, его туда и не наймут. Потому что, извините, уже и не те, наверное, не та плата уже, которая была там 10 лет назад. Насколько я тоже сталкиваюсь, бывает. Если раньше там 500 рублей в день, сегодня и за 1000 уже не наймешь, правильно? Так что, я думаю, все это имеет спрос. Вы сказали о том, что все списки мигрантов отправляете в СГБ. Информацию, которую предоставляют сами мигранты при получении этого разрешения на работу, какая возможность у вас проверить эти данные? Ведь с некоторыми странами, откуда приезжают, со многими странами, откуда мигранты приезжают, у нас нет дипломатических официальных отношений. Ну да, это имеет место быть, особенно что касается уголовного прошлого. Ну тут уже, наверное, сотрудники не 1, не 2, не 3 года работают в этой структуре, где-то и такой момент есть, где могут определить психологический портрет того или иного человека. А так чисто документально мы исходим из тех данных, которые удостоверяются в паспорте, в удостоверении их личности. Другой возможности перепроверить сведения пока у нас нет. Ну, вы сами сказали, эти государства с нами не имеют никаких дипломатических отношений. Практически, если оперативно из Российской Федерации какая-то информация поступит, опять же, мы же сотрудничаем с Министерством внутренних дел, со службой госбезопасности. Если оттуда поступает такая информация, то, конечно, мы этим можем воспользоваться. Были ли отказы вообще? Сколько таких людей? Есть возможность депортировать у вас? Вот вы в этом участвуете в процессе? Насколько анализировал я прошлые года, потому что я только недавно возглавил эту службу, таких фактов не было. Была добровольная, депортация была по судебным только решениям. Мы и права не имеем депортировать. Судебное решение исполняют судебные приставы, где мы можем оказать содействие. А что касается по медицинским параметрам, вот недавно, буквально 20 дней назад, был выявлен ВИЧ-инфицированный. Трудовой мигрант был из Российской Федерации, с которым была проведена беседа, и добровольно, если можно так сказать, самовыдворился под наблюдением, естественно, наших сотрудников. Вы сейчас начали разговор о медицинских справках, которые они обязаны предоставлять. А в случае, если у трудового мигранта обнаруживается ВИЧ-инфекция, им это разрешение не дают. Но с гепатитом они имеют право работать, но не везде, где они хотели бы. Запрещено в общепитах. Там штамп ставится, прямо где указано. За нарушение, естественно, опять же, следуют штрафные санкции. Но все эти санкции, чтобы я не повторял несколько раз, они все после того материала, который мы соберем и направим в судебные органы, судебная инстанция выносит решение, после чего мы вместе с судебными исполнителями оказываем, еще раз говорю, содействие судебным приставам по выдворению или другие, какие решения будут приняты.
А как вы выявляете трудовых мигрантов? Ведь возможности у вас контролировать этот процесс на границе нет. И только те, кто самостоятельно приходит, но вероятность того, что кто-то нелегально захочет работать на территории республики, тоже существует. Как вы выявляете ее? Конечно, существует. Для этого, во-первых, очень хорошие взаимоотношения у Государственной миграционной службы с Министерством внутренних дел республики, со службой госбезопасности, совместно через службу участковых. Мы на местах выявляют и дают информацию. У нас также на местах есть свои отделы, которые сообщают руководству, и нами намечаются мероприятия по установлению и данных лиц, и также, опять же, собираем материал в отношении них, и все направляем в судебные инстанции. О рейдовых мероприятиях подробнее могли бы вы рассказать, как и где они проводятся, с какой регулярностью? Рейдовые мероприятия в данное время чуть сложно проводить. Вы сами видите, медицинская ситуация с пандемией, она не позволяет, наверное, нам это ежедневно проводить, тем более, что у нас и количество сотрудников сокращено в связи с этой пандемией. А рейдовые мероприятия мы проводим в основном, вот, опять же, со службой участковых, которые на своих участках знают, какие граждане местные жители, а какие прибыли из ближнего или дальнего зарубежья. А ситуация с пандемией, какие коррективы в вашу работу У внесла? нас 22 человека были на самоизоляции, но, слава богу, на сегодняшний день 2 человека на самоизоляции, остальные уже вышли на работу. Значит, наша медицинская служба, видели, наверное, проводит контроль, проводится контроль ношения масок, обязательно проводятся антисептические обработки помещений, дверных ручек, перил лестничных в день несколько раз. Сегодня просто у нас неприемный день, за это мало людей, а так обычно не очень много людей. И мы стараемся как-то обезопасить сотрудников милиции, разделили тоже на группы. Карантин соблюдается в полной мере, наверное, вы сами заметите. А для посетителей какие-то правила у вас введены, особые, может быть? Только ношение масок и перчаток. У кого нету, бывают такие моменты, необходимо попасть в кабинет какому-нибудь из сотрудников ГМС. У нас в дежурной части в наличии имеются маски. Кстати, хотелось бы поблагодарить Минздрав, который нам выделил бесплатно. Мы выдаем нашим гражданам бесплатно маски. Мы вот больше говорим о экономической составляющей, пользе для государства, но за этими цифрами, статистикой реальной судьбы людей, истории не от хорошей жизни, да, человек покидает родину, уезжает куда-то на заработки, кто-то, чтобы прокормить детей, семью. Нужны ли какие-то послабления вот в условиях вот этих экономических, в условиях пандемии? Не от хорошей жизни люди покидают свою родину, свои семьи, приезжают за 1000 километров работать в неизвестную страну. Это все понимание этого есть, но от этого мы не можем не выполнять своих профессиональных обязанностей. Ну, человеческое отношение, оно везде должно быть, и с нашей стороны, естественно, оно имеет место быть. Мы тоже оказываем какую посильную помощь, которую мы можем оказать. Это в ускорении оформления документов, а иначе, чем мы можем больше им помочь. По статистике за последнее время какие суммы миграционная служба в бюджет перенаправила?
Были года, анализ показывает, были года, где суммы поступления вместе с медицинскими справками составляли около 37-35 в среднем миллионов прибыли от регистрации трудовых мигрантов. Ну, этот год, вы сами понимаете, он в этом смысле чуть сложный. Границы закрыты, трудовые мигранты не заезжали на территорию республики. В этом году чисто миграционная служба на данный период дала 20 миллионов 321 тысяч. Это за какой период? Это за неполный год? До 1 сентября. Но я думаю, что к 1 января 2021 года эта сумма будет около 30 миллионов. Плюс медицина, которая уже сегодня около 5 миллионов, я думаю, что мы подойдем к тем вливаниям, которые шли в бюджет государства, как и в прошлые годы. Практически, если сравнивать с 2018 годом, в 2 раза меньше людей. А как вы собираетесь так увеличить, если людям, только вы сказали, можно продлить документы, и оплата меньше? Же, вы уже до этого вопрос задавали, выявляя тех, кто нарушает миграционную службу. Мы же это миграционное законодательство. Вы же понимаете, что не все проходят эту регистрацию. А насчет послаблений, конечно, мы юридическим лицам рекомендуем регистрировать, чтобы понимаем, что им сложно сегодня зарабатывать, и они с пониманием к этому относятся, приезжают, регистрируют всех тех сотрудников, которые у них сегодня граждане других государств. Также хотелось бы отметить 2 большие компании, которые более сотни трудовых мигрантов у них работают, и крупные суммы поступают в бюджет республики. Это Sunripsh, компания Samsung, Ivers. Чем занимаются эти компании? Что это, строительные? Там швейная фабрика у Samsung. Работают в основном граждане Северной Кореи. По данным за последний год, по данным Национального банка, около 800 миллионов рублей трудовые мигранты, приезжие отправили в Среднюю Азию, только в Среднюю Азию. Эта сумма огромная, это примерно 1/10 примерно бюджета республики. Как вы считаете, в этих условиях, мы говорим о том, что есть процент безработицы, как это все соотносится? Свободную нишу заполняют трудовые мигранты. Но они из сферы услуг, постепенно некоторые уже работают и в медицинских учреждениях, кстати, есть такие случаи тоже. Постепенно и бухгалтерами их, вы тоже говорите, нанимают. Да, юристы. Но это в основном граждане Российской Федерации. Но желательно, конечно, рекомендовали бы мы брать своих, наших граждан, местных. А где-то есть у вас механизм, где вы можете сказать, что, извините, но мы разрешения им выдать не можем, у нас есть свои граждане, которые вполне могут здесь работать. Такой механизм вообще законный у вас есть? Такого механизма у нас сегодня нет. Если организация более 10 человек приглашает, да, тогда требуется справка из центра занятости, на основании которой мы можем не выдать трудовую визу. И опять же медицинские основания. Если по линиям Министерства внутренних дел и службы госбезопасности поступит информация в отношении них, то только эти могут быть основания. А так остальное, я думаю, вы понимаете, нарушение прав человека. Фирмы, которые нанимают трудовых мигрантов, они обязаны по закону, в общем-то, регистрировать, если более 10 человек, если я не ошибаюсь. Там предусмотрены очень большие штрафные санкции. А часто ли этот механизм штрафных санкций вы используете в отношении? Но в отношении юрлиц мы не можем, это все по плану. Если в конечном плане эти компании включены, мы можем проводить. Ну, если
особо оперативной необходимости нету. Мы, по большому счету, права не имеем внеплановые проверки проводить. Вы сказали о том, что около 2000 сейчас находится и официально зарегистрировано. 2050 человек. Да. В то же время вы говорите о том, что есть еще, которые нелегально здесь находятся. На ваш взгляд, какое количество примерно? Я не думаю, что более 10-15% от этого количества. Потому что вот последние же события, что граждане Узбекистана хотели выехать, когда собирались на границе, мы тоже попросили коллег из погрануправления СГБ Республики Абхазия. Практически из 300 человек, там у 20-25 не было рабочих виз, но они приехали и продлили. Ну, исходя из этого, я думаю, не более 10-15%. Ну, эта цифра будет сокращаться, граница закрыта, а нам надо заниматься своими обязанностями. Я думаю, мы эту цифру будем сокращать. И финальная часть нашего интервью. Мы всех участников нашей передачи просим 3 задачи какие-то перед собой поставить, задачи, которые он надеется реализовать в течение года. Нам интересно, какие 3 задачи вы перед собой поставили бы? Первая задача – сохранить коллектив Государственной миграционной службы. Коллектив очень молодой, профессиональный. Хотелось бы, чтобы они занимались этой работой еще долгие годы. Вторая задача – показать коэффициент полезного действия. Это измеряется увеличением доходов в бюджет республики, который мы можем внести. 30 миллионов, я думаю, эту сумму мы должны внести. А третья задача, ну, вы сами видите, как со сводок боевых действий, там на самоизоляции, там, к сожалению, у одного из наших сотрудников один из родителей скончался. Вот 22 человека были на самоизоляции. Хотелось бы, чтобы никто не болел. Мы, наверное, все меры будем предпринимать, чтобы наши сотрудники были здоровыми. Вот эти 3 задачи сейчас первоочередные. Ну, остальные, они по мере поступления будем стараться с ними тоже справляться. Спасибо, я благодарю вас за сегодняшнее интервью. Спасибо. Спасибо.